В Абхазии с мая 2022 года вступило в силу правило об обязательном страховании ответственности водителей иностранных транспортных средств. Не так давно ОСАГО для иностранных авто можно оформить через онлайн. Каким образом можно оформить страховку, сколько авто было застраховано по состоянию на сегодняшний момент, с какими сложностями сталкиваются страховщики или их клиенты при этом, побеседуем с директором компании «Гарант страхования» Ахрой Кецба. Здравствуйте, Ахра. Добрый день. Итак, ОСАГО для иностранных авто некоторое время назад уже можно оформить онлайн. Как это происходит и какие это предоставляет возможности вашим клиентам и самой компании, кстати? Мы шли к этому проекту довольно долго. В конечном итоге он заработал. И работает он очень успешно. Там можно зайти на наш сайт garantstrахования.ру и посмотреть, там очень много положительных отзывов от наших клиентов. Об отзывах поговорим, да. Но все-таки как это делается, вот буквально пошагово, если вы могли Пошагово человек сказать. Заходит на сайт, регистрируется, получает... Ваш сайт компании «Гарант страхования». «Гарант страхования». Заходит на сайт, происходит регистрацию. После того, как он вводит все данные, выбирает, на какой срок он хочет посетить Абхазию. Там есть установленные Кабинетом министров правила, тарифы, выбирает, оплачивает это все, к нему приходит смс о том, что да, платеж прошел, без никаких комиссий, платеж прошел, ему потом, если он указывает свою почту, то на почту приходит полис в электронном виде. Он его может распечатывать, может не распечатывать, он будет действительным, что при предъявлении его сотрудникам милиции, если он сохранен у него в телефоне, или будет в распечатанном виде показывать сотрудникам милиции. Если его нет, то тут уже штраф законно. Нужно, наверное, создать какой-то личный кабинет, да, где все его данные. Занимает это максимум от 3 до 5 минут. Абсолютно больше никаких. У нас работает круглосуточно служба поддержки, куда можно будет позвонить. Если вдруг что-то неправильно произошло, но опять-таки не по нашей вине, а по невнимательности, можно так сказать, самого владельца автотранспортного средства, то тут уже наши сотрудники, они обращаются к ним и те показывают, где нужно нажать, поставить точку, где запятую, если так. С какого времени конкретно можно уже онлайн оформлять страховку? И как много людей к этой услуге прибегли? За 2022 год было застраховано по онлайн-покупке около 3500, выдано было около 3500 полисов. Ориентировочно, плюс-минус, но где-то 3500. И работает оно фактически начало работать с июля месяца прошлого года. Проходило оно вначале в тестовом режиме, но потом уже на сегодняшний день вообще никаких проблем нету. Мы хотим, наоборот, усовершенствовать ее. У нас есть договоренность с нашими партнерами о том, что мы ее будем усовершенствовать, делать ее намного удобнее, чтобы было это намного проще. А люди пользуются этой онлайн-услугой чаще, чем в реале это делают? Нет, конечно. Это, если брать нашу статистику за 2022 год, было застраховано почти 60 тысяч автомобилей. Но 3% это составляет чуть менее 5%. Странно, при всем том, что это гораздо удобнее делать онлайн, мало информированности? Это не мало информированность. Я вам хочу сказать, я совсем недавно читал одну статью, и хочу сказать, что так называемые горе-журналисты, некоторые, которые, я извиняюсь, это не наши журналисты, они высказывают мнение и выкладывают это в интернет-пространстве. Недавно я прочел одну такую статью, в которой есть такой всезнающий у нас Базилевский, который, к большому сожалению... На личности переходим, Нет, я перехожу на личности, потому что он пишет, к большому сожалению, не то, что нужно писать. И он пишет о том, что он продвигает страховые компании российские и говорит о том, что не надо страховаться в Абхазии, когда есть страховка России.
Такие вещи писать нельзя. Понятно. Но, может быть, стоило бы как-то свою информационную кампанию более активно вести? Мы ведем свою информационную кампанию. Мы ведем ее везде. У нас везде развешаны баннеры. У нас везде на каждом сайте говорится о том, что у нас есть обязательное страхование. И оно действует уже довольно давно, с 2006 года. Эти законы никто не отменял. Да, оно начало с прошлого года, благодаря Аслану Георгиевичу, он дал возможность продвинуть это все. Вот, кстати, да, об отзывах, да? Да. Вот как раз в пику тому журналисту, о котором вы говорили, можно сказать, что действительно я зашла на сайт, и действительно там было очень много, практически все положительные отзывы, вот все просто супер, делал страховку онлайн, но машина сломалась, связался с менеджером, объяснил, переделали без слов, супер, огромное спасибо. Там Батала Хашик, руководителя компании, все время как бы упоминает, что в любое время дня и ночи он может объяснить, если какие-то ошибки, идет навстречу, не считая со временем суток. Это очень здорово. Даже в Новый год были обращения, хочу вам сказать. И даже в Новый год. В Новый год как раз и ездили, наверное. Да. Вот вы начали говорить о компаниях абхазских страховых, да, изначально, я помню, и вы тоже рассказывали, и писали в СМИ, что вы обратились к президенту с просьбой ввести вот эту, скажем, форму, да, страхования иностранных авто для того, чтобы развивать систему отечественного страхования. Да. Вот как это в итоге сказывается на нашем абхазском страховании? Развивается ли страховой бизнес в Абхазии? Дает ли это возможность для этого? Оно потихонечку развивается. Не так, как хотелось бы, конечно, очень быстро, но оно все равно развивается. И у нас буквально на днях была встреча в кабинете министров. Мы хотим выйти с предложением. Практика в конечном итоге показала о том, что те тарифы, которые были приняты в 2017 году, они чуть-чуть, устарели. И нужно их изменить. Естественно, изменив тарифы, которые взимается пошлина, естественно, будет выплата в другую сумму, на сумму увеличения. Это одна ситуация. Другая ситуация, то, что вы задаете вопрос насчет внутреннего страхования. Мы сейчас готовим предложение, и выйти хотим с предложением в администрацию президента и к нашим парламентариям о том, что нужно принимать закон внутреннего ОСАГО. Потому что, опять-таки, к нам обращаются, видя, что происходит на сегодняшний день на дорогах, да, и когда из тех дорожно-транспортных происшествий 30% это все-таки, можно сказать, что это там участвуют и наши водители. Есть где совместные, где россияне ударяют машины, происходит ДТП. Но с участием наших автомобилей нужно принимать закон об обязательном страховании наш внутренний, для наших граждан. И оно намного будет лучше для наших граждан, потому что оно, во-первых, уйдут люди от всяких непонятных разговоров, разборок, от улицы разговорных уйдут. И все-таки будет страховая компания, будет защищать интересы граждан. Понимаете, это нужно переходить на цивилизованные рельсы. Какие-то уже проекты есть, не знаю, нормативных актов, которые бы для вот это страхование внутреннее ввели? Для внутреннего страхования автотранспорта у нас пока нету. Но вот мы говорим о том, что там что нужно? Надо принять, во-первых, в первую очередь закон об обязательном страховании автотранспортных средств граждан Абхазии, потом после этого принимаются правила, потом утверждаются тарифы, и потом уже на основании этих тарифов там утверждаются разные формы самих бланков страховых полисов. Печатается это все в госзнаке для того, чтобы была полная отчетность, и в конечном итоге запускается этот проект. Но, опять-таки, перед началом принятия закона, насколько я понимаю, должен быть сначала информация о том, что где-то полгода для того, чтобы люди понимали о том, что после того, как будет принят закон, что уже будут вводиться штрафы. Тот, у которого будет отсутствовать полис обязательного страхования. Но вообще приступает кто-нибудь, думает о том, чтобы вот эту систему внедрять, внутреннего страхования? Конечно. Мы проводили... Какие-то пока перспективы не ясны? Мы проводили встречи с Министерством внутренних дел для того, чтобы вести программу. Программа будет фиксации. Это наша совместная программа. Опять-таки, по поручению президента это все было
продвигается это все для того, чтобы что? Машина, которая будет ехать без полиса обязательного страхования, она будет сразу фиксироваться на постах. И все это в конечном итоге будет приводить к тому, что нужно будет страховать. Будут увеличены штрафы за отсутствие страхового полиса. И все это это все идет поэтапно, потому что создать программу, она очень дорогостоящая. Понимаете, на первом этапе... в любом случае, это пока только перспектива какая-то, пока в реальности не приступили к ней. Нет, в реальности пока нет, но я думаю... Вы так полагаете, что так это должно быть, и так очень много обращений к нам, хочу вам сказать, очень много обращений от простых граждан, которые от фирм, от организаций, которые говорят о том, что все-таки давайте принимать. Но это зависит не от нас, это зависит от наших парламентариев для того, чтобы принять. Естественно, там мы выйдем с предложением, мы хотим выходить с предложением к нашим парламентариям для того, чтобы был принят этот закон. Спасибо. Давайте вернемся к правилам страхования иностранных авто на территории Абхазии. Эти правила страхования действуют уже больше года. Как вы оцениваете, как показало себе внедрение этого ОСАГО для владельцев автотранспортных средств иностранных? Только с положительной стороны это все в конечном итоге показало. Нужно внести, я еще раз возвращаюсь к тому, что практика в конечном итоге показала, в 2017 году было принято постановление Кабинета министров о тарифах, и практика показала, что страховое покрытие при дорожно-транспортном происшествии максимальная выплата 50 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом, то тогда, когда можно было процентов при ДТП, может быть, процентов 70-80 покрыть за 50 тысяч. На сегодняшний день это нас показала практика, что это покрасить 2 бампера, снять и поставить. Все, к большому сожалению, но при наступлении дорожно-транспортного происшествия, там же бывают еще и скрытые дефекты, которые, когда ты начинаешь снимать, крыло, фара бывает поломана. А все это на сегодняшний день, и зная, какие на сегодняшний день происходят санкции для того, чтобы получить какую-то запчасть, с другой стороны, с европейской стороны, получается, что в 50 тысяч никак ты не уложишься. Даже, мы хотим внести предложение, чтобы подняли где-то до 100 тысяч рублей, чтобы была выплата. Все равно этого не хватит. Но при всем при этом будет хотя бы более качественный, более уже подход нормальный, который будет. Понимаете как? Потому что 50 тысяч, выплаты мы совершили, хочу вам сказать, ни одному человеку не было отказано. Ни одному человеку. Сколько все-таки таких страховых случаев было с начала введения страхования? С начала введения было около 35 страховых случаев. Выплат было небольшое количество. Выплат было где-то на 1 200 000. Но хочу сказать, что выплачивали мы максимум 3-5 дней. Это те сроки, которые мы должны были уложиться для выплаты. У нас заключен договор со станцией технического обслуживания, они оценивают машину, гражданин указывает в своем заявлении полностью все реквизиты своей карты, банковской карты, потом расчетный счет банка, и мы перечисляем деньги туда. Если это, допустим, виноват по вине гражданина России, виноват он, то гражданину Абхазии мы говорим: пойдите, откройте счет в любом удобном для вас банке, и мы деньги перечисляем туда. Опять-таки, деньги на руки не выдаются. Нет. Все. Но, тем не менее, все это очень быстро происходит. Это максимум. То есть это без такой волокиты. Бывали случаи, допустим, когда, были случаи, когда за один день человек пришел, написал заявление, он там с маленькими детьми просит, вы понимаете, мы сегодня уезжаем, и в тот же день мы перечисляли деньги. И на расчетный счет вообще никаких задержек не... за нами точно никаких задержек не происходит. Если вдруг... У нас был один случай, когда гражданин указал неправильно расчетный счет. Он нам позвонил, мы ему сказали, в чем проблема, потому что банк не пропустил. А так проблем нету никаких. Вы говорили, 60 тысяч авто застраховано? Да. Это общее количество, да? Скажите, пожалуйста, если говорить о ДТП, то
какого характера вот такие столкновения происходили? Вот именно вот из тех 35 случаев, которые вы застраховали, были там серьезные, когда вы не смогли, допустим, все покрыть, да, весь в любом ущерб, случае не покрывается, но тем не менее, как вам сказать, были очень серьезно дорожно-транспортные происшествия, очень серьезные, которые даже там по вине гражданина России, да, там он ударил тоже гражданина России, но в конечном итоге оно даже не покроет его машину, фактически пришлось, грубо говоря, списать, потому что он очень тяжелый. Но никто из них в больницу не обращался, хочу вам сказать. Была одна женщина, которая там, и то легкая, очень даже не царапина, а просто у нее там было, как ей показалось, небольшое головокружение. И все. Скажите, а много ли приезжает сюда людей на авто, я имею в виду вот из России, там из других стран, которые никак не страхуются, и как вот с ними быть, да? То есть можно ли их отследить, можно ли как-то повлиять на то, чтобы они как-то серьезнее к этому относились? Или вот что вот в этой ситуации предпринимают страховщики? Возвращаюсь к тому, что я говорил, о том, что опять-таки по поручению президента, вот почему у нас была встреча, не раз была эта встреча с Министерством внутренних дел по поводу программного обеспечения. Это касается не только наших граждан, это касается в первую очередь граждан иностранного государства, те, которые сюда приезжают, и те, которые говорят о том, что вот у нас программа какая? Мы закладываем полис будет автоматически отсылаться в сторону МВД по программе. И там он уже на пунктах ДПС, где они установлены, стационарные пункты, да, там будет камера видеть, имеет он страховой полис или не имеет. И сотрудники ГАИ уже будут их останавливать для того, чтобы, например, приобретение будут информировать. Год у нас прошел для того, чтобы была информация. Теперь уже будут, опять-таки, естественно, штрафы. Все это будет в онлайн-режиме. Абсолютно любой человек может будет зайти, посмотреть, что и как. Проехала машина, застрахована на МВД опять-таки. Я почему Но что меня удивляет, иногда я вижу там туристов, там знакомых, да, ой, а мы не знали. Я вам хочу сказать, вот проехав 120 километров от Псоу и не заметить 8 баннеров, и один из них, который 12:3, это просто-напросто не хочет он знать. Понимаете, как? 8 баннеров, которые висят с двух сторон. В другие места смотрят, на красивую зелень и прочее. Может быть. Но представляете, один огромный баннер висит, подъезжает до Бзыби, да, он висит 12:3. Не заметить его просто невозможно. С двух сторон висят баннеры 3/6 о том, что пересекая, только подъезжаешь к нашей границе, висит баннер. МВД предупреждает. Понятно. То есть сейчас, вот пока эта программа не работает, то есть человека, так вот, если ты остановил, только тогда ты поймешь, да? Больше никак нет возможности Больше никак, отследить. Да. На сегодняшний день, да. Очень многие сами останавливаются. Хочу вам сказать, что сознательные водители, да, иностранного государства, они сами останавливаются, сами подходят. Естественно, есть тех, которых информируют опять-таки ГАИ, говорят о том, что вот пойдите, у нас действует закон, но если еще раз вы попадете уже без полиса, то вам будет применен штраф. Правила такие. На сегодняшний день это очень щадяще. Это пока так. Но время поменяется, и будет уже и штрафы будут применять, и применяют. Так что все будет работать в полную силу. Вы могли бы напомнить, да, о штрафах и вот тарифах, которые действуют согласно вот этой системе страхования? От 3 дней до 1 года. От 3 дней до 1 года это пребывание здесь, да. Все зависит от того, насколько человек находится здесь. По закону вообще предусмотрен штраф. Штраф предусмотрен в размере 50% от суммы приобретенного полиса. Плюс еще он будет обязан приобрести полис. А то, что касается ГАИ, там штраф существенный 600 рублей. Пока. Но, опять-таки, это все будет меняться.
Я думаю, поменяется в ближайшее время. Вот как раз вы меня опередили, хотела спросить, как вы считаете, когда целесообразно поменять тарифы, сумму штрафов и так далее? Ну вот смотрите как. Я совсем недавно как раз поднимал документы. 2017 год фактически был принят тарифы постановлением Кабинета министров в середине сезона, в 2017 году. Сейчас нам абсолютно ничего не мешает, допустим, начать это вот сейчас, и это будет работать в полную меру. Мы делаем свои раскладки, хотим показать целесообразность поднятия тарифов. Понимаете, не просто так, что я хочу, понимаете, как, а именно обосновать, сказать, почему это нужно поднимать. Ну и до какой степени вы считаете нужно поднимать? С тем, чтобы и страховщикам оставалось, и чтобы люди понимали, что какие-то санкции есть, и чтобы можно было, допустим, ущерб покрыть в большей степени, чем это делается нужно сейчас. Поднимать, во-первых, страховое покрытие, в моем представлении, это нужно поднимать где-то до 100 тысяч рублей, как я до этого сказал. Естественно, пропорционально она будет повышаться на тарифах. И хочу сказать, опять-таки, практика показала. Практика показала, что нужно делать небольшую еще градацию в самих тарифах. Понимаете? Потому что показало, что ездят к нам очень много машин арендованных. Те, которые берут на прокат. Понимаете? Как? Уже и у здесь, нас внутри или Нет, там? Там в России они берут эти машины на прокат, и у нас периодически с ними возникают разговоры. О чем? О том, что у нас есть графа такси и прочее, а под прочим мы как раз таки подразумевали о том, что арендованные машины, юридические машины, которые оформлены на юридических лиц, лучше всего делать градацию. Если у нас получится сделать градацию именно такси, арендованная машина, юридические лица, физические лица, если сделать так, то будет намного меньше разговоров и намного меньше споров. Потом практика еще раз показала, что у нас было арендованные машины с 3 месяцев, а нам нужно вносить изменения, опять-таки по нашему предложению, что нужно делать ее и на 15 дней, и на 3 дня. Это все в конечном итоге вживую оказалось, что... А вот, допустим, арендованные автомобили, там будет выше ставки? Там будут выше ставки, потому что у них, опять-таки, из тех 35 машин, которые были аварии, хочу сказать, что где-то машин 10 были арендованные. Да, они относятся к машинам, чуть-чуть по-другому, чем к собственному автотранспортному средству. К большому, эта практика показывает в конечном итоге не только наша практика. Если посмотреть статистику и по ДТП, которые происходят в Российской Федерации и в Европе, все арендованные машины бьются чаще, чем свои собственные. То есть мы не исключение. Да. Ахра, хотела просто спросить, если не говорить сейчас об автостраховании, есть какие-то планы по развитию других видов страхования? Конечно. Есть очень много. Есть, к нам обращаются компании, которые хотят заниматься транзитом, которые хотят заниматься... есть такие, которые даже хотят вывозить грузы из Абхазии в Россию, есть которые из России... другие страны, которые хотят, потому что страхование грузов. Страхование грузов, грузов, транзитных грузов, которые идут через нашу территорию. Потом страхование, мы считаем, что нужно принимать, там есть 7 законов обязательных видов, которые можно принимать и которые нужно развивать для нас. Страхование объектов повышенной опасности. Это все, опять-таки, это большое страхование в развитии. Есть, какие-то... я не знаю, документы уже о намерениях есть Нет, уже? документы у нас есть, я же говорю, у нас есть документ, фактически он готов, документ принятия ОСАГО для внутреннего и документ грузов, которые будут перемещаться по территории Абхазии. Спасибо вам большое за этот разговор, за эту встречу. О подробностях оформления ОСАГО для иностранных авто, а также о том, как действуют на практике правила страхования ответственности водителей иностранных авто, нам рассказал Ахра Кецба, директор компании «Гарант страхования». Спасибо большое. Спасибо. Такие были